Здравствуйте, Ирина Муцовна. Вы читаете лекции с 2006 года. Вы бизнес-тренер международного уровня. Входите в десятку лучших бизнес-тренеров России. Объездили всю страну, и изменился ли наш город? Когда я последний раз была, еще не было вот центра шлагбаума, который весь ухоженный. Не было много новых современных зданий. Он был более маленький, провинциальный. А сейчас такой просто очень продвинутый город. И как вам наша кухня? Мне очень понравилась ваша кухня. Во-первых, у вас очень много строганины. Как только выезжаешь на север, то японец, наверное, становится счастлив. Во мне все-таки половина японской крови, поэтому мне вот рыба во всех вариантах очень нравится. И, конечно, мне нравится, хотя, конечно, слово «жеребенок» звучит как-то очень трагично, но, в принципе, да, я знаю, что конина – это очень полезное мясо. На ваш взгляд, какое будущее ждет Якутию? Ну, я думаю, Якутия никуда не отделится. Якутия, несмотря ни на что, очень удобное положение. Знаете, российская власть такая, что чем подальше от нее, тем лучше. Главное, чтобы были ресурсы. В Якутии есть и газ, и нефть, и алмазы. Она себя прокормит. Обидно, что у нее все забирают, как и у других регионов. В Тюмени тоже полно нефти, а у людей нету денег. Но, в принципе, на севере интересно жить. Я понимаю, что климат тяжелый. Но люди живут интереснее, я вам честно скажу, чем в каком-нибудь Твери. Суровый климат, 8 месяцев зимы. На ваш взгляд, какие отрасли нужно развивать в нашей республике? Учитывая, что в основном у нас развита промышленность алмазы, газ, нефть, уголь, лес. Ну как, какие отрасли? Развивается то, что удобно для данной природы, для данного менталитета нации и одновременно с перспективой на будущее. То есть, если брать сельское хозяйство, если брать животноводство, если брать добычу, то все понятно, оно и так развивается. А если брать будущее, то, конечно, IT-технологии, потому что вы далеко, идя впереди всех. А с бизнес-технологиями вы себя обеспечиваете лидирующие позиции. Тут главное мозги. Тут вообще не важен ни климат, ничего. Я знаю, что криптовалюты связаны с дешевым электричеством. И на Дальнем Востоке многие майнят теперь деньги, потому что там электричество дешевое. Поэтому перспективы большие. Главное, чтобы были мозги креативные. Ирина Муцовна, еще интересно узнать, какие чувства испытываете перед выступлением, например, сейчас? Да никаких. Волнений никаких нет, потому что я не соревнуюсь. Спортсмен соревнуется, поэтому для него это бой. Я не иду на бой, я иду на беседу. На беседу с близкими ко мне людьми. Почему близкими? Потому что есть билет. Если бы это была бесплатная встреча, набежали бы и враги, и провокаторы, и не близкие. А когда у тебя есть билет, то кто купит на тебя билет? Это же надо информацию получить, пятую точку поднять, деньги потратить. Это значит, человек идет, в общем-то, замотивированный. И поэтому я не волнуюсь. Это беседа, мне это очень интересно. Я профессионал, и все, что я делаю, это всегда подготовлено настолько, что уже волнения, как у актера или у спортсмена, нет. Но драйв будет, как только я выйду на сцену, он появится. И какие мысли лезут во время лекции? Я работаю экспромтом, у меня есть скелет, основные мои модели и концепции. Но в зависимости от зала я меняю очень много. То есть ни одна лекция не похожа на другую, но по сути это всегда, конечно, вещь уже выверенная. Но все, что вокруг главной идеи, оно отличается. И зависит даже не от национальности, якуты это или там, украинцы или казахи. Нет. Зависит от атмосферы в зале. Я вот увижу людей, через 10 минут пойму их настроение, и тогда я начну плыть на их волне
и раскачивать их, чтобы они перескочили на мою. И заряжает ли вас зал или наоборот вы отдаете? Это зависит от зала. Если зал интересный, то мы заряжаемся взаимно. Если не интересный, я зал заряжаю, но я теряю очень много, потом мне нужно восстанавливать. Читала ваше интервью о спорте. Почему вы решили, что спорт это не ваше? Требует фанатичной любви к соревнованиям, с огромным честолюбием доказать, что ты самый крутой. У меня это все есть, но это не касается физики, это касается интеллекта. А физически нет. Для меня спорт это всего лишь способ иметь такое тело, которое не мешает моему сознанию. Инстаграм, подписываются на Инстаграм, меня вычислить легко, хакамат много, но у меня есть татуировка на правой руке, и в профиле я показываю эту руку, и все понимают, что это уже не поделаешь, это я реально. У меня есть Facebook, я сама его тоже веду, такой же профиль, у меня есть Twitter, такой же профиль, и у меня есть почта irina@hakaamada.ru, туда пишут, поэтому обратная связь полно, она позитивная. Люди конкретно добиваются успеха, если забирают. То есть не только им нравится. 90% аудитории уходит с энергией, но только, дай бог, 1, 2, 3% начинают что-то делать, и еще 7-6% собираются сделать. Остальные просто «Вау, какой класс!» Ушли и забыли. А вот это 10% от них есть связь, и она позитивная. Ирина Муцовна, огромное вам спасибо.